man has come to one of those seminal points in his history where his own activities are the principal determinants of his own future. В 1972 году в столице Швеции, в городе Стокгольме, состоялась международная конференция. Это была первая встреча такого масштаба, где обсуждались вопросы экологии и окружающей среды. Уже тогда мировые лидеры и экологи выделяли три основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться. Изменение климата, загрязнение окружающей среды, потеря биоразнообразия. 50 лет назад ученые поняли, что мир стоит на грани экологической катастрофы, и человечеству предстояло принять решительные действия, чтобы этого не допустить. И вот теперь, спустя 5 десятилетий, мы можем оглянуться назад и оценить, какие меры были предприняты во всем мире и в Кыргызстане в частности, и насколько они оказались эффективными. 70-е годы. В мире наблюдается бурный экономический рост. Страны Советского Союза и Кыргызстан в том числе восстанавливаются после войны, начинают активно развивать собственную промышленность, запускаются новые фабрики и заводы, в числе которых крупнейшая Токтогульская ГЭС и 3 крупных ТЭЦ. Но устойчивым развитие того времени точно не назовешь. Рост экономики требовал жертв. Первой стали леса Кыргызстана. Освобождая территорию под новые многообещающие производства, под топор дровосеков шли краснокнижные тяньшанские ели. В 70-х, после продолжительной массовой вырубки, площадь лесов составляла всего чуть более 3% от площади всей территории страны. К сегодняшнему дню этот уровень увеличился и составляет около 6%. Официальная статистика утверждает, что каждый год происходят посадки деревьев и леса Кыргызстана восстанавливаются. Однако экологи и люди, которые проживают рядом с лесной местностью, знают наверняка, вырубка продолжается по сей день. И это лишь один из показателей неустойчивого развития, когда экономический рост приводит к долгосрочным негативным последствиям для окружающей среды. Так, вырубка лесов отрицательно влияет на другие части экосистемы. Например, изменение локального климата, последствия которого мы уже ощущаем в виде участившихся сходов оползней, селей и паводков. 80-е годы для многих жителей Кыргызстана связаны с рядом фундаментальных изменений. В 1985 году пленум ЦК КПСС провозгласил поворот к новому стратегическому курсу, определил основы концепции перестройки. Пока общественно-политическая ситуация претерпевала изменения, люди меняли уклад жизни. Сельская молодежь поспешила перебраться в крупные города. Началась раздача сельхозземель. На месте бывших полей и пашин один за другим стали вырастать дома. Первый удар от беспорядочных застроек пришелся на землю, а вместе с ней и водопроводные сети. Не рассчитанные прежде на такое количество потребителей, коммуникации начали проседать, грунтовые воды засоряться. Трансформация сельхозземель под строительство продолжается по сей день. Каждый год внутренняя миграция увеличивается. Кыргызстанцы продолжают переезжать в крупные города, увеличивая спрос на жилье. А это значит, что проблема загрязнения грунтовых вод продолжит усугубляться. В многих местах эти ирригационные системы были растасканы, разбиты. Они на балансе долго не находились в районных ООС. Некоторые фермеры сказали, это моя территория, это канал проходит у меня, это мои проблемы, я сам знаю. Да? В 80-е годы загрязнение грунтовых вод, если имели первые, скажем, десятки метров, то я абсолютно уверен, сейчас более глубиной, более 30 метров. То есть эту воду, которая уже загрязнена, даже технически нельзя использовать. Воду, которой пока еще Кыргызстан относительно богат, необходимо очищать должным образом. Однако во многих селах и даже крупных городах Кыргызстана модернизированных систем фильтрации нет. И это еще одна проблема в управлении водными ресурсами страны. Сотни и тысячи жителей Кыргызстана вынуждены пить загрязненную воду. Зачастую это связано с тем, что вода в домах кыргызстанцев подается напрямую из водоемов открытого типа, без какой-либо очистки, хлорирования или фильтрации.
мына суунун түбүндө идиштерге куюп тундургандан кийин мына суунун түбүндө мындай курттар, таштар, кумдар. Бул суунун маселеси бизде көп жылдан бери эле козголуп келет, бирок эч кандай чечиле элек. По результатам анализов микробиологических показателей питьевой воды в водораспределительных сетях за последние несколько лет самый высокий процент отклонения качества воды от нормы зафиксирован в Чуйской области – 18% из всех отобранных проб. Почти 16% несоответствующих проб было зарегистрировано в Иссык-Кульской области, а в Волжской области их количество за 3 года выросло в 2 раза – с 3% до 6%. Ну уж такова цена за динамично растущие города, новые строительные комплексы многоэтажек и разрастание новостроек. 90-е годы. Распался Советский Союз. Начался стремительный упадок экономики, закрылись фабрики и заводы. Кыргызстан в числе прочих постсоветских стран погрузился в нищету. Чтобы прокормить себя и свои семьи, тысячи кыргызстанцев были вынуждены заниматься животноводством. Беспорядочное пользование пастбищами, увеличение поголовья скота привело к тому, что к сегодняшнему дню из 9 миллионов гектаров пастбищных земель около трети уже превратились в пустыню. 30 лет назад количество выпасаемого на джайло скота составляло 10 миллионов овец и 5 миллионов голов крупного рогатого скота. Нагрузка на пастбища колоссальная. При этом с распадом Союза прекратился и учет очередности использования пастбищ. Животноводы стали выпасать скот на более доступных пастбищах. Не все фермеры могут выгонять свой скот на отдаленные пастбища. Кроме того, они не запасаются, скажем, объемом кормов и не могут долгое время содержать на стойловом содержании. И поэтому ранней весной, пока еще на пастбищах нет еще растительности, они выгоняют свой скот на пастбище. Необходимо своевременно использовать пастбище, но и также соблюдать именно ротацию. Это перемещение, передвижение животных на, скажем, различные участки. Да? Деградация пастбищ приводит вообще к разрыву всей развитию биосферы. И вообще экологическая проблема приводит к экономической проблеме. Сегодня поголовье овец составляет около 7 миллионов. Такие данные дает Нацстатком. Фактически же цифры больше в несколько раз. Интенсивное развитие животноводства в 90-е буквально спасло страну от голода и продолжает вносить большой вклад в экономику страны, а вместе с тем и истощать почву. По словам экспертов, присельские пастбища сегодня деградировали на 70%, интенсивные на 50% и отгонные на 36%. За последние несколько десятков лет площадь территорий, пригодные для выпаса скота, сократились на 250 тысяч гектаров. Если не принять экстренные меры сейчас, то еще через несколько лет страна рискует вообще остаться без пастбищ. 2000-е, нулевые. Голодные 90-е породили эру бизнеса и предпринимательства. Открываются супермаркеты и фастфуды. В Кыргызстане создается тренд на все заграничное. Товары, которые еще 10 лет назад считались дефицитными. Вместо молока в стеклянных бутылках упаковки тетрапак. На замену газировки из автомата на прилавках напитки в пластиковых бутылках. Полуфабрикаты в полиэтиленовых упаковках и пластиковые пакеты вместо холщовых сумок. Создавая удобства для людей, блага цивилизации нанесли непоправимый урон природе. За последние 10 лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. Одноразовые пакеты разлагаются около 200 лет. Они забивают канализационные сети и засоряют почву. Попадая в землю, пластмассы распадают на мелкие частицы и начинают выбрасывать в окружающую среду токсичные химические вещества, добавленные в них при производстве. Через грунтовые воды микрогранулы пластика и его химикаты просачиваются в ближайшим источникам воды и отравляют ее. Выходит, что те же самые отходы, которые мы выбрасываем, возвращаются к нам назад на обеденный стол вместе с едой или водой.
Для того, чтобы снизить вред от разложения пластика, отдельные экоактивисты Кыргызстана создают предприятия по его переработке. Правда, пока лишь в порядке частных инициатив. Проблема пластика в Кыргызстане стоит очень комплексно. Для того, чтобы минимизировать эффект от попадания пластика на свалку, вы просто начинаете разделять отходы дома, сдаете их на переработку. Любые пластиковые изделия можно переработать. Но я говорю о безопасных видах пластика, их всего там 3 типа. И из этого пластика, который в любом случае попал бы на свалку, сейчас из него мы изготавливаем разные предметы интерьера, чтобы это сырье обрело вторую жизнь. 2010-й. Динамичная урбанизация, большое количество автомобилей, нерациональное использование водных и земельных ресурсов, вырубка зеленых насаждений и потеря биоразнообразия, а еще увеличение населения Земли. Все это привело к тому, что последние 10 лет в стране и в мире наблюдается увеличение температуры и изменение климата. Численность людей сегодня составляет почти 8 миллиардов человек. Это вдвое больше по сравнению с 70-м годом. Удвоение населения прямым образом влияет на увеличение потребления энергии, причем минимум в 4 раза. Соответственно, увеличивается и эмиссия парниковых газов. Сейчас она больше на 50% по сравнению с 19 веком. И на 80-90% это результат сжигания углеводородного топлива. Остальное – землепользование, преимущественно сведение лесов. Купол, образованный над Землей, спровоцировал нагревание планеты на 1,1 градуса. В Кыргызстане за последние 30 лет температура повысилась на 0,5 градуса. Если не принять срочных мер, к середине столетия мы перейдем барьер повышения температуры в 1,5 градуса, что чревато множеством негативных последствий, в том числе таянием ледников. Сокращение ледников с момента роста температуры резкого, это примерно с 80-х годов, идет со скоростью 0,5–1% в год. По самым пессимистическим прогнозам, к концу текущего столетия мы можем потерять до 80% ледников. Сокращаются не только наши ледники, сокращаются ледники в Андах, сокращается ледовый покров в Гренландии заметно. И все это приводит в первую очередь к повышению уровня моря. То есть весь этот тающий лед поступает в воду Мирового океана и растет его уровень. Итак, океан с его температурой, повышение температуры приземного слоя воздуха, таяние ледников. Вот основные признаки, которые показывают, что мы действительно находимся на этапе глобального потепления. И вот спустя 50 лет ученые вновь встречаются в Стокгольме. Но только теперь не для того, чтобы предупредить о надвигающейся экологической катастрофе, а чтобы понять, какие неотложные меры необходимо предпринять, чтобы максимально снизить потери. Национальную позицию и основные действия в соответствии с глобальными усилиями по совместному преодолению экологических проблем Кыргызстан уже определил. На встрече в Стокгольме об этом заявил начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов. Он отметил, что к 2030 году наша страна намерена сократить выбросы парниковых газов, а к 2050 достичь углеродной нейтральности. Для этого указом президента Садыры Жапарова 2022 год объявлен годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. И наша главная задача – начать с простых, но верных шагов на пути к реализации этих целей. Сегодня ясно одно – важно каждому задуматься о рациональном использовании природных ресурсов, повышать свою информированность о практиках устойчивого развития, требовать от властей принятия и соблюдения законов, направленных на охрану окружающей среды и обеспечение прав человека на благоприятные условия жизни. Больше использовать возобновляемые источники энергии, отказаться от избыточного потребления, меньше использовать пластик в быту. Необходимо развивать сектора экономики с учетом эффективного использования природных активов, оставляя возможность природе самовосстанавливаться, отказаться от бездумной вырубки лесов и расширять природно-охранные зоны,
охранять естественные экосистемы и места обитания и произрастания редких видов животных и растений. Сейчас тот самый момент, когда человечество должно понять, пришло время нести ответственность за все свои действия по отношению к окружающей среде. Выбирая путь экологической осознанности, каждый из нас может внести свой вклад в сдерживание изменения климата и сокращение нагрузки на окружающую среду.